Детский сад, школа, рядом парк, больница. В шаговой доступности и общественный транспорт. Казалось бы, вот он, образец современного микрорайона. Но для полной картины не хватает Дома культуры. И так во многих местах компактного проживания крымских татар. Долгий путь на родину, строительство жилья с нуля, материальные трудности, проблемы с работой. Для того, чтобы встать на ноги, коренному народу понадобилось более четверти века. При Украине места компактного проживания обустраивали своими силами. В российском Крыму дороги, сети электро- и газоснабжения в микрорайонах строит государство. У местных жителей появилось больше времени для духовного развития. Услышав звуки родной музыки, маленький Эмир пускается в пляс. Пока народный танец дается ему сложно, мало практики. Месяц походили на танцы. Сейчас мы перестали ходить на танцы, так как не хватает времени катастрофически. Плюс по деньгам накладно. Там везде платить нужно. В семье Усмановых 3 детей. Возить городские художественные центры нет времени из-за работы. А своего дома культуры в поселке нет. Цветочек какого цвета? Пинок. Это пинк. А на русском как будет? Розовый. Розовый. У маленькой Эмилии тяга к иностранным языкам. Уже сейчас она может назвать многие цвета и цифры на английском языке. Только вот развивать ее таланты в поселке негде. Даже чтобы куда-то отвезти их на какие-то полчаса-час. Здесь вообще никаких занятий, ни бесплатных, ни платных, вообще ничего нету. Хотела бы, конечно, на танцы отдать, на крымско-татарские, чтобы занималась, куда-то ходила, развивалась. Аналогичная проблема и в селе Пионерская, 4 в микрорайоне Эскисарай. Дома культуры в Добровской долине есть, но находятся не близко. Хочется иметь клуб для того, чтобы хотя бы были какие-то концерты, приезжали к нам ребята, развивалось у нас искусство какое-то, чтобы дети тянулись к нашему искусству. Потом хотелось бы, чтобы приезжали какие-то спектакли, показывали. У нас здесь пожилых людей очень много. На развитие сферы культуры и искусств сельской местности выделяются колоссальные средства как из федерального, так и регионального бюджетов. Действующие дома не просто ремонтируют, но и обновляют их материально-техническую базу. Планируется открытие новых домов культуры и центров культуры и досуга. На это потребуется 4,5 миллиарда рублей. Сейчас программа согласовывается в Министерстве экономического развития России. Эта программа реализуется по всей Республике Крым. В том числе особое внимание уделяется местам компактного проживания крымских татар. И в этих конкретно поселениях тоже мы говорим и закладываем строительство в зависимости от количества проживающих или небольшого, или большого уже центра культуры, развития крымско-татарской культуры. Обязательно это в планах Министерства культуры есть. До 2025 года министерство планирует полностью закрыть потребность Крыма досуговой деятельности. Именно в российском Крыму народ получил всестороннее внимание и поддержку со стороны государства в решении насущных проблем. Сегодня строятся линейные объекты, продолжается работа по направлению строительства многоквартирных домов. В этом году мы уже 2 дома сдадим в эксплуатацию. На следующий год планируется около 11 домов, что нам даст возможность закрыть очередность около 50%. И плюс также программа по выкупу жилья на вторичном рынке. Декоративно-прикладное искусство, национальные танцы, колоритный фольклор, а также этнодостопримечательности крымских татар известны далеко за пределами Крыма. Ежегодно они таки манят миллионы туристов на полуостров. Многовековая культура крымских татар – достояние полуострова, без которой Крым сложно представить.